Когда у него шла кровь из раны, он удерживал ее, говоря: «Я боюсь, что если капля моей крови упадет на землю, то Аллах подвергнет их наказанию». Таким образом, он держался за лицо, опасаясь, что если даже одна капля крови упадет на землю, Аллах будет разгневан на них. Он старался не гневаться на людей, даже когда его лицо было разбито. И это самое благородное лицо. Для Аллаха не существует ничего более благородного. Но несмотря на все это, вот так он говорил. В действительности, после окончания битвы и мучительных событий, свидетелем которых он стал, разорванные желудки, отрубленные носы и уши, удаление печени дяди Хамзы, когда люди пришли к нему и сказали: «Помолись Аллаху против них, о посланник Аллаха», он сказал: «Я не был послан ни как проклятие, ни как представитель зла, я был послан с чистой религией». Затем он поднял свои руки к небу и сказал: «О Аллах, наставь людей, поистине они не ведают». Да благословит его Аллах и приветствует. Вместе с тем, в день битвы при Ухуде, один человек пришел к нему, проклиная курайшитов, виновников происходящих событий. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не проклинай курайшитов». Человек ответил: «Я только проклял их за то, что они сделали». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы встретите из их среды людей, которые будут делать то-то и то-то из благих деяний». Эталон милосердия, сострадания, сдержанности и желания привести человечество к истине. Какое же это великое дело следовать этому избраннику! Каждый сделанный им шаг нес в себе истину от Аллаха и милосердие для его рабов, и стремление снискания милосердия для них от Господа, благословен он и возвышен. Каждый его шаг был наполнен смыслом. Его благородные ноги кровоточили от камней, брошенных в него в Таифе. Он был избит камнями до такой степени, что ему приходилось останавливаться, но они насильно поднимали его, и он продолжал свой путь. Избиение не прекращалось, и ему снова приходилось останавливаться. Так они поднимали его 3 раза, в то время как в него бросали камни, и он истекал кровью, пока он не дошел до дерева в саду и не стал жаловаться своему Господу: «Я жалуюсь тебе на свою слабость и отсутствие возможностей». Он не сказал: «Я жалуюсь тебе на людей Таифа», не сказал: «Я жалуюсь тебе на жителей Мекки», и не сказал, что жалуюсь на тех, кто обращается со мной грубо. «Я жалуюсь тебе на свою слабость и отсутствие возможностей, и на свою слабость перед людьми. Ты Господь угнетенных, так на кого же ты меня оставишь?» Пока Джибриль не попросил разрешения обратиться к нему, сообщив ему, что Аллах послал ангела гор, он подошел, поприветствовал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я слышал неприятие тебя твоим народом и то, что они говорят. Прикажи мне, что пожелаешь. Если ты хочешь, я раздавлю их между этими 2 великими горами». Он ответил: «Нет, я хочу, чтобы Аллах сделал их потомков теми, кто примкнет к моей умме». Мы знаем, что человек может быть другом кого-то, и между ними бывает любовь. Он думает только о нем, но он не думает о его детях. Но если даже он думает о его детях, то он думает о тех, которые есть. Но думать о чужих детях, которые еще не родились, это странное дело. Тем не менее, он думает о будущих детях людей, которые не являются его друзьями. Более того, это люди, которые проявили враждебность по отношению к нему и прогнали его камнями. Тем не менее, он думает об их потомках. Насколько велики эта милость и сострадание! Все его шаги, саллаллаху алейхи вассалям, были благом и пользой для нас. В них милость к нам от Бога. Всегда желая только лишь блага для уммы, он не делал ни единого шага, не думая об умме, не молясь за умму. Не проходило и ночи, чтобы он не плакал за умму. До нас дошел случай из жизни пророка, алейхиссаляту вассалям, что в один прекрасный день он был доволен Айшей, дочерью Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и поэтому он помолился за нее: «О Аллах, прости Айшу, дочь Абу Бакра, все ее грехи, и прошлые, и будущие, и скрытые, и явные». Она была рада этой молитве. Ее счастье было очевидным. Он спросил ее: «Ты счастлива?» Она сказала: «Как я могу быть несчастливой, когда ты молишься за меня таким образом?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, это моя молитва для моей уммы каждую ночь». Его шаги, куда бы они ни были направлены,
в мечеть, в свой дом, на рынок, в места сбора людей, на сражения. Они несли в себе милосердие, сострадание и благо для уммы. Какие великие шаги! Ни одна нога, ни человеческая, ни ангельская, не ступила выше лотоса крайнего предела, кроме этой благородной ноги. Как величественны эти ноги! Да сделает Аллах нас непоколебимыми на Его пути. Аминь.